Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Летчик Алексей Моресьев попал в двойные клещи. Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили 4 немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром. А получилось все это так. Звено истребителей под командой лейтенанта Моресьева вылетело сопровождать Илы, отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Моресьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заметались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы, и как пришедшие в себя экипажи юнкерсов начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух. Вот тут-то Алексей и совершил промах. Вместо того, чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят летчики, соблазнился легкой дичью. Бросив машину в пике, он камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный ломовик, с удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное, пестрое, сделанное из гофрированного дюраля тело. Уверенный в себе, он даже не смотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один юнкерс. Алексей погнался за ним. Атаковал и неудачно. Его огневые трассы скользнули поверх медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал, опять настиг свою жертву и свалил ее где-то уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигаобразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив юнкерс и дав 2 победных круга у места, где над зеленым всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому. Но долететь туда ему не пришлось. Он увидел, как 3 истребителя его звена ведут бой с 9 мессерами, вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей. Стыдно до того, что он почувствовал, как запылали под шлемом щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был мессер, несколько отбившийся от других и, очевидно, тоже высмотревший себе добычу. Выжимая всю скорость из своего ишачка, Алексей бросился на врага с фланга. Он атаковал немца по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутинном крестике прицела, когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промаха быть не могло. Цель была близка и виднелась на редкость отчетливо. Боеприпасы, догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом, нажал для проверки гашетки и не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты. Гоняясь за ломовиками, он расстрелял весь боекомплект. Но враг-то не знал об этом. Алексей решил безоружным втесаться в кутерьму боя, чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Немец заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. 4 мессершмитта, выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу, и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его двойные клещи. Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия Рихтгофен. Она была укомплектована лучшими асами фашистской империи и находилась под покровительством самого Геринга. Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков, и что они, очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть, чтобы взять в плен живым. Такие случаи тогда бывали. Длинное, зеленоватое, бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. Плен никогда не выйдет этот номер, решил он.
Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя, но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке. Подшибли. Алексей успел свернуть белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. Во что ранен мотор? Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Все это не подумал, а скорее ощутил Алексей. Чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолет на обратный курс к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненными родными руками. Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море, лес. И все-таки не плен, успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежещущий треск, и все мгновенно исчезло. Точно он вместе с машиной канул в темную густую воду. Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножия. Это спасло ему жизнь.